أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة. بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة. ندعوكم بالحب الأخوي ونحذر من Я прибегаю к Аллаху, слышащему, знающему, от проклятого шайтана, его наваждений, вреда и зла. Во имя Аллаха Милостливого и Милосердного. Мы хвалим Аллаха Всевышнего, благой, чистой и доброй похвалой, заполнившую небеса и землю, и все то, что между ними, и все то, что наш Господь пожелал. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Один Он, и нет у Него сотоварища. И я также свидетельствую, что Мухаммад, Его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй пророка, его семью, его сподвижников и всех тех, кто последовал за ним до самого судного дня, а также всех посланников. А затем, добро пожаловать, дорогие братья и сестры, на эту благословенную передачу про путь к раю, которой мы ведем речь о рае, потому что это речь Корана, это речь милосердного Господа, речь пророков и посланников, это речь, которая пришла с праведным и прямым путем от Господа, благословен Он и велик, и нам не следует забывать о Нем, нам не следует быть ослепленными. И некоторых людей отвлекает этот мир своими усладами, блаженствами. Этот мир отвлекает его тем, что принадлежит ему. Этот мир отвлекает его от рая. Этот мир отвлекает его от загробной жизни. Этот человек ослепленный этим миром, и мы просим защиту Аллаха от этого. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: нет жизни, кроме загробной жизни. Не отвлекайся этим миром. Этот мир не вечен. Он не обладает вечной жизнью. Ты должен находить в своем сердце только тоску. Тоску по раю, в котором когда-то жил твой отец Адам, в то время, когда ты находился у него в спине. Некоторые люди отвлекаются от этого и относятся небрежно и впадают в заблуждение. Упаси нас, Аллах. Они становятся несчастными. Спаси нас, Аллах. Аллах говорит в своем благородном Коране: наш Господь, благословен Он и велик, приводит нам в пример мирскую жизнь. И есть множество аятов в книге Аллаха Великого и Всемогущего. Так давайте же прочтем слова Аллаха, благословен Он и велик. لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. О Аллах, знайте, знайте, о люди, о сыновья Адама, знайте, что эта мирская жизнь, в которой вы живете, это не настоящая жизнь. Настоящая жизнь в том мире. Это совершенно другая жизнь. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, знайте, что мирская жизнь — это всего лишь игра и потеха. Это украшение, похвальба между вами и стремление обрести побольше богатства и детей. Это истина. Но посмотрите же на другой пример. قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
Гайс — это дождь, который пролился, то есть выпал на землю и оживил растения, взрастил их. Она подобна дождю растения, после которого восхищают земледельцев. Эти растения, которые, вырастая, восхищают земледельцев. В этом аяте куфар означает земледельцы. Те, которые занимаются земледелием, выращивают растения. Некоторые же ученые говорят, что куфар имеется в виду неверующие, так как они удивляются и обольщаются этим миром. Она подобна дождю, растение, после которого восхищает земледельцев, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. То есть, конечный итог этих растений — это труха. Конечный же итог наш — это смерть. Затем Всевышний Аллах говорит очень важную вещь. А в последней жизни есть тяжкие мучения и прощение от Аллаха, и довольство. Мирская жизнь всего лишь предмет обольщения. Предмет, который обольщает. Кратковременное наслаждение. Так не обольщайтесь же. Нет жизни, кроме загробной жизни. Так сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, для того, чтобы не обольщаться своей жизнью на этой земле. Сколько лет ты проживешь на этой земле? Сколько лет этому миру? Клянусь Аллахом, весь этот мир, от начала и до конца, никогда не сможет стать равноценным раю. Разве наш любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не говорил, что место плетки в раю лучше этого мира и всего, что в нем есть? А также он сказал, поистине борьба на пути Аллаха утром или вечером лучше этого мира со всем тем, что в нем есть. Посмотри же, дорогой брат, посмотри, дорогая сестра, сколько вы прожили? Сколько лет прошло? Все мы живем согласно годам. Все мы живем согласно нашему возрасту. Сколько вы прожили? Постарайтесь вспомнить. Эти воспоминания, как сон. И поэтому некоторые праведники говорили, все, что прожито, это сон. Все, что осталось, это иллюзия. Мы не знаем, сколько осталось нам жить. Это и есть воображение. Может быть, я умру в этот миг, через час, завтра, через год, через 10 лет или 100, но я все равно умру. Так сколько осталось? Мы не знаем. И знания нам не принадлежат. Все, что мы имеем, это испытание, которое предопределил нам Аллах, благословен Он и велик. Все, что прожито, это сон. Все, что осталось, это иллюзия. Действительно, истинной жизнью является загробная жизнь. Это и есть настоящая жизнь. Настоящая жизнь в раю. В благородном Коране упомянуты 3 примера. И 2 из них про людей, которые упомянуты в великом аяте. Первый пример про праведного раба, который проходил мимо селения, разрушенного до основания, и сказал, как Аллах воскресит это после того, как все это умерло? Аллах умертвил его на 100 лет, а затем оживил. Этот мужчина умер 100 лет назад, после чего Всевышний Всемогущий Аллах оживил его и сказал ему, сколько лет ты пробыл в таком состоянии? То есть, какое время ты спал? И мужчина сказал, я пробыл так целый день. Целый день. Когда же он посмотрел на солнце, то увидел, как оно закатывается, и сказал, или часть дня. Пробыл день или часть дня? Сказал Аллах, ты пробыл в таком состоянии 100 лет. Это первый пример. Второй пример — это люди пещеры. Они пробыли в пещере свыше 300 лет, может быть 309. 309 лет они спали в пещере. Когда же Аллах поднял их с места, когда они встали с него, Аллах говорит,
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. Аллах передает нам их разговор. Таким образом мы пробудили их, то есть из их сна, для того, чтобы они расспросили друг друга, сколько они пробыли здесь. И они спрашивают друг друга, сколько же мы пробыли здесь. Один из них сказал, сколько мы пробыли здесь. Другой ответил, мы пробыли день или час дня. То есть тот, кто умер 100 лет назад, и его спросили, сколько ты был здесь, он сказал, день или час дня. То есть день или небольшую часть дня. А те, кто проспали 309 лет, и их спросили, сколько вы были здесь, и они ответили друг другу, день или час дня. А те же, кто умер, и сейчас находится в могиле, в преграде между двумя мирами, с того момента, как Аллах создал землю и все то, что на ней, с того момента, как умер Адам и его сыновья, до того, как Аллах унаследует землю и все то, что на ней, и когда Аллах благословен, Он и велик, подымет их из могил, Аллах у них спросит, сколько лет вы пробыли на земле? И они ответят, мы пробыли день или час дня. Лучше спросить тех, кто вел счет. Таково положение того, что прошло. То есть года, которые прошли, они ничего не стоят. Как будто несколько дней прошло. Это всего лишь воспоминание, мгновение нашей жизни. Поэтому не следует человеку обольщаться, быть ослепленным. Знаете ли вы историю Фудайля ибн Аяда? Когда он встретил мужчину и спросил его, «А сколько тебе лет?» Он ответил, «Мне 60 лет». На что Фудайль сказал, «Ты уже 60 лет направляешься к Аллаху. О, как же ты близок!» И тогда мужчина в растерянности сказал, «Свят Аллах! Свят Аллах! Я уже 60 лет как направляюсь к своему Господу и уже близок к прибытию». Мужчина подумал, сколько же грехов, ошибок он совершил и даже не задумывался над ними. Он сказал Фудейлю, «И что же мне теперь делать?» На что он ответил, «Постарайся улучшить то, что осталось из твоих лет. Тогда тебе будет прощено то, что прошло». Так зачем же Аллах создал нас? Аллах, который сотворил смерть и жизнь, для того, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Если мы посмотрим на блаженство этого мира и блаженство загробного мира, мы увидим удивительные различия. Давайте же сравним между этим миром и раем. Есть ли в этом мире блаженство? Да, в этом мире есть блаженство. В нем есть деньги, женщины и много других дозволенных наслаждений. Но это наслаждение всего лишь украшение. Аллах благословен, Он и велик, говорит, «Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами и сыновьями». Приукрашено для людей — это украшение. А оно не является постоянным, оно исчезающее. Приукрашено для людей любовь к удовольствиям. Это и есть удовольствие, которое мы желаем получить. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Оставил ли аят что-либо из наслаждения, не упомянув о нем? Женщины — это наслаждение. Дети — это наслаждение. Деньги — это тоже наслаждение. Наслаждение — это та вещь, которая приносит удовольствие. Кормить своих детей — это приносит удовольствие. Давать им много денег — это тоже приносит тебе удовольствие. И у тебя может быть большое украшение из числа жен, дочерей, сестер или наложниц. Женщина — это наслаждение и украшение для нас. Но все это из похоти, из страстей. Прекрасными конями. Сейчас же мы можем это сравнить с роскошными автомобилями, частными самолетами. Все это украшения. Некоторые люди имеют собственные самолеты.
Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра. Мы взвешиваем золото в граммах. А видел ли кто-либо из вас, кто взвешивает килограммами? Нет. Вряд ли кто-либо может это сказать. Но есть люди, которые имеют золото тоннами. Наш Господь говорит, накопленными кантарами. Канатыр. Мы знаем, что кентар — это 1000 килограмм. Но здесь говорится накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, новые модели автомобилей, личные самолеты. Об этом говорится. Скот, пашни. Все это есть украшение этого мира. Таково переходящее удовольствие мирской жизни. Но у Аллаха есть лучшее место возвращения. Когда Умар ибн Хаттаб прочел этот аят, он заплакал и сказал: «О Аллах, мы не владеем ничем, кроме любви к тому, чем Ты нам приукрасил. Мы не владеем ничем, кроме любви к тому, чем Ты нам приукрасил. О Аллах, даруй нам силы расходовать это в Твоем праве». Умар обезопасил себя от первого, приобретая дозволенное. Во втором, попросил своего Господа помочь ему расходовать это в праве Аллаха. Знать право Аллаха на имущество и то, что ты являешься служащим, то есть преемником в этих наслаждениях. Если же мы посмотрим на наслаждение этого мира, то мы найдем в них 4 качества, 4 характерные особенности. Эти качества мы можем подсчитать на пальцах. Наслаждение этого мира не вечно. Наслаждение этого мира ненасытны. Наслаждение этого мира не являются чистыми. Из-за наслаждения этого мира ты будешь спрошен Аллахом, как в целом, так и в деталях. Любая из этих 4 черт делает так, чтобы ты смотрел на эти наслаждения и не обольщался ими. Не забывай, для чего ты был создан и ради чего ты существуешь. Ради чего эти наслаждения? Наслаждения этого мира не вечны. Видели ли вы богачей 100 лет спустя? Где они? Куда они ушли? Они оставили наслаждение и умерли. Харун ар-Рашид был великим правителем. И когда он смотрел на небо, он говорил: «Ты можешь отправиться хоть на восток или на запад, но все равно ты вернешься ко мне». Он правил этим миром. Он правил этим миром. Он построил огромный город в Ираке и назвал его «Радующие взоры». То есть радовался тот, кто его видел. В этот город заходили поэты, восхваляя его. И когда же зашел поэт Абу Гатахия, он напомнил ему о смерти, и тот заплакал. Поэт сказал ему: «Живи, живи, пока ты думаешь, что ты живешь. Пока здоров в тени дворцов, огромных замков, что пожелаешь, днем и ночью ты найдешь. Но не забудь, что жизнь проходит в самых жестких рамках. Наш век идет к концу, сгорая с каждым днем. Когда-то ты начнешь дышать предсмертным хрипом твердым. В тот миг поймешь, как был ты ослеплен. Тебе казалось, что ты жил, но ты был мертвым. Живи. Тебе всего лишь кажется, что ты здоров. Хотя как можно быть здоровым в мире этом, где есть болезни, боли, море докторов? Он не лишен печали, в этом нет секрета. Но даже если сможешь жизнь прожить, не зная боли, ты будешь опечален только тем, что всех родных и близких против воли ты потеряешь в этой жизни насовсем. Уже не радует тебя возможность жизни долгой. Ее сменила горечь расставания, скрывая тех, кто умер, гранью тонкой. Когда душа у горла, не помогут заклинания. В один из дней и твой черед придет расстаться с этим миром тленным, и ангел смерти твою душу заберет. Приказ Аллаха остается неизменным.
Живи, хотя тебе всего лишь кажется, что ты живешь. Пока здоров в тени дворцов или огромных замков, то пожелаешь днем и ночью ты найдешь, но помни, жизнь проходит в самых жестких рамках. Когда-нибудь и ты начнешь хрипеть. Тогда-то и поймешь, что значит смерть. Заплакал Харун, услышав эти слова. Министры сказали этому поэту: «Мы впустили тебя для того, чтобы ты его обрадовал, а ты его опечалил и заставил плакать». Харун сказал: «Оставьте его, оставьте». Поистине он увидел нас слепыми и пожелал, чтобы эта слепота не увеличилась. Мы не должны обольщаться этим миром, так как его наслаждение не вечно. И либо ты оставишь его и умрешь, или же эти наслаждения оставят тебя и заставят скорбить, расставаясь с ними. Они непременно исчезнут. И либо ты оставишь их, и они будут скорбить по тебе, или же они оставят тебя, и ты будешь скорбить по ним. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил людей: «Кто из вас любит богатство своего наследника больше, чем свое собственное богатство?» И они сказали: «О посланник Аллаха, нет среди нас такого, кто не любил бы свое богатство больше». Тогда он сказал: «Поистине богатством каждого является то, что он потратил, а то, что он отложил, является богатством его наследника». То есть, если ты тратишь деньги на пути Аллаха, оно непременно принесет тебе пользу. Если же ты их копишь, то это перейдет к твоему наследнику. Поэтому старание увеличить мирские блага является мучением. Те же, которые хотят сделать это, эти люди озабочены этим миром. Как сказал один поэт: «Когда блестят глаза от счастья, в сердцах любовь к мирским благам лишь увеличится несчастье». Поймите же, о горе вам! Каждый раз, как увеличиваются мирские наслаждения, увеличиваются и хлопоты, мучения, страх. А бывает еще страшнее, начинаются убийства, драки, сражения. Лишь увеличится несчастье. Поймите же, о горе вам! Деньги унижают тех, кто оказывает почет им в малости, и уважают тех, кто унизил их. И если ты будешь презирать этот мир, то он непременно окажет тебе почет. Если ты обходишься без чего-либо, то оставь это и бери самое необходимое. Эти прекрасные слова великого поэта, который говорит об аскетизме удивительным образом. Он говорит: «Не сбросил оковы от блага мирского, богатства, которыми раб обладал. Отныне владеют им деньги, он скован. Такую дорогу он сам ведь избрал. Такие, чью душу лишь жадность дурманит, последнюю мелочь в носках своих прячут. Моим же богатством отныне пусть станет все то, что я ради Всевышнего трачу. Коль стал ты богатым, спеши помогать, чтоб жить не впустую не трать. Не обольщайся этим миром, так как ты умрешь и оставишь его. Ты будешь бедствовать и переходить через много испытаний. Наслаждение этого мира не вечны. Наслаждение этого мира ненасытны. Удовлетворился ли ты? Чувствуешь ли ты то, что ты больше ничего не хочешь? Нет. Клянусь Аллахом, я хочу. Ты и все мы хотим. Приведите самого богатого миллиардера, который имеет 30, 40 или даже 50 миллиардов долларов, и спросите его: а сколько часов ты работаешь в день? Спросите, сколько часов ты работаешь в день? Достаточно ли тебе этого? Обогатился ли ты? Ответом будет нет. Никто не удовлетворится этим миром и не обогатится. Этот мир — жилище бедности и лишения. Наш любимый пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: если было бы у сына Адама вади из золота, вади говорят на длинную и просторную огромную местность, то есть, как бы это сказать, долина. Если бы эта долина была полна золотом, если бы была у сына Адама долина, полная золотом, то он пожелал бы еще ровно столько же. А разве ему недостаточно одной? Он пожелал бы еще столько же. И не заполнит сын Адама свой желудок, кроме как землей. Не заполнит свой рот, кроме как землей. И простит Аллах тому, кто просил прощения. Он не насытится, а будет продолжать чувствовать нужду в этом.
Мирские наслаждения не являются чистыми. Все они мутные, вызывают усталость и утомление. Этот мир был создан для утомления, поэтому ты не сможешь найти абсолютно чистые наслаждения. Из-за мгновения счастья в жизни человека, которое его радовало, по какому-либо случаю он может заплакать. А может и побояться того, что после произойдет. Потому что счастье не длится вечно. И это наслаждение не является чистым. А наоборот, в этом мире усталость, утомление, страдания. Ты найдешь это в деньгах, в детях, во всех мирских нечистых наслаждениях. Вдобавок, ты несешь ответственность за все это перед Аллахом в судный день. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Не вступит нога сына Адама в день суда, пока не будет он спрошен за 4 вещи. Он будет спрошен за свои года, за свое имущество, за свои деяния и за свое юношество. Он будет спрошен за все это. Он будет спрошен за свое тело, здоровье, время попусту потраченное, а также он будет спрошен за приобретенные знания и о том, как он их использовал. Давайте же сравним эти наслаждения с наслаждениями, которые не прекратятся и не изменятся. Как пришло в хадисе, где говорится, что если обитатель рая сорвет плод с дерева, то в то же самое мгновение вырастет новое. Ее кисть близка, то есть рядом с тобой. И когда ты сорвешь кисть винограда или же любой другой плод, то в то же самое мгновение вырастет новое. В раю есть дерево. Под его тенью 100 лет будет скакать, не переставая, всадник. Как мы уже сказали, наш Господь, благословен Он и велик, скажет обитателям рая: вы будете там жить вечно и никогда не умрете. Вы будете там здоровы, и не постигнет вас болезнь. Вы будете там молодыми, и никогда не состаритесь. Вы будете там наслаждаться, и никогда не опечалитесь. Наслаждение без печали и зла. Пристанут люди перед раем и адом. Обитателям рая будет сказано: вечная жизнь, и нет смерти. Вы будете пребывать вечность в наслаждении, и ваше положение не изменится. Однако мирские наслаждения развращают тех, кто ими пользуется. Никоим образом нельзя сравнивать мирские наслаждения с райскими. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: будь в этом мире таким, как будто ты чужеземец или путник. Абдулла ибн Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, часто говорил: если ты доживешь до вечера, то не жди, что доживешь до утра, а если дожил до утра, то не жди, что доживешь до вечера. О Аллах! Посмотрите на эту жизнь, и как правильно ее провести, как правильно жить. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, учит нас, как вести себя в этой жизни, считая ее наслаждением не вечным. Быть подобно чужеземцу, который проходит через село или город и не желает обитать в нем, а желает вернуться в свой город. Тем более же путник не желает оставаться в том городе, через который он проходит, а желает вернуться в свой родной город, земля, на которой хотим мы жить. Город, в который мы хотим вернуться, это город, в котором первоначально жил Адам. Это райские жилища. Так поспешите же, поспешите к райским садам,
Поистине, они ваше первоначальное жилище. Спешите к раю. Спешите и просите Аллаха даровать вам рай. Просите Аллаха быть рядом с любимым пророком в раю. Нам необходимо знать, что эти малочисленные наслаждения не сравнятся. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Аллахом, этот мир по сравнению с загробным подобно тому, как кто-либо из вас окунет палец в море, и пусть посмотрит на то, что останется на его пальце. Если ты окунешь свой палец в море, а затем высунешь его, то увидишь на пальце то, что взял с моря. То, что осталось на пальце, сравнится с этим миром. А все остальное море — это сравнение с загробным миром, сравнение с раем». Аллах по этому поводу сказал: «Скажи, мирские блага непродолжительны. Самих по себе их не очень много по сравнению с загробным миром. Они не сравнятся, и они ничего не стоят. Так что же делать? Что делать? Ведь Аллах вселил в нас надежду. Пусть простит нас Аллах». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, однажды нарисовал четырехугольник. И мы можем вместе нарисовать его. Он нарисовал четырехугольник, затем начертил линию за четырехугольником, а затем провел линии сверху четырехугольника до этой линии. Давайте нарисуем. Вот это четырехугольник. Поставим сюда точку и начертим линию, которая будет выходить за четырехугольником. Затем же начертим линии сверх четырехугольника до этой линии. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Это человек, а это его срок, который окружил его. Это человек, а это его срок, который окружил его. Все, что за ним, это его надежда». У человека стремительные, большие и долгие надежды, но его срок опережает его. Имам Али ибн Аби Талиб сказал: «Этот мир уже позади, а мир иной — грядущий. Так будьте же из сынов мира иного, и не будьте из сынов мира этого. Мы просим великого Аллаха, Господа благородного трона, чтобы Он нас сделал из сынов рая и обитателей его, из числа пребывающих вечно в нем и получающих наслаждение. Поистине, Он владелец этого и способен сделать этого. Благословение пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам, и да благословит вас Аллах. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение».